Итак, добрый день, дорогие друзья и дорогие хористы. Сегодня, 4 октября, мы собрались на концерте, где прозвучат жемчужины классической и духовной музыки, народной традиции. А в сентябре православная культура отмечала два больших праздника. Это Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Честного Креста 27 сентября. Наш концерт посвящен этим двум замечательным, знаменательным событиям, поэтому вы услышите произведения из обычного круга богослужений, а также некоторые особенные произведения, посвященные этим событиям. Открывает нашу программу песнопение «Аксион Эстин». Это название нашего ансамбля. Переводится как «достойно есть». Исполняется на греческом языке. Он звучит при подготовке к святому таинству причастия, а здесь мы слышим его в древней русской традиции. Следующим номером мы переходим к части, которая посвящена крестовоздвижению. И сейчас прозвучит светилен воздвижению креста Господня, по-другому называется эксапостила. Крест не
Следующее песнопение приехало к нам на нашу землю, как ни странно, из далекой Панамы. Дело в том, что потомки переселенцев из дореволюционной царской России уехали в разные страны, в том числе добрались и до Панамы, и сохраняли там эту традицию. Мне лично довелось там оказаться на богослужении, я услышала там это песнопение, была поражена красотой, а потом выяснилось, что это музыка царя Федора, и вот так интересно, музыка была переложена на испанский текст, и вот мы его исполним в том испанском варианте, в котором я его впервые услышала. Неделе Крестовоздвижения. Это называется 15-й антифон Великого Пятка. Обычно это песнопение исполняется во время Страстной недели на чтении 12 Евангелий, когда читается много антифонов. И вот этот антифон 15-й, это особенное песнопение, оно очень печальное, трагичное. Это последний антифон, который исполняется уже перед тем, как непосредственно читается самое последнее Евангелие. В нем обратите внимание на классическую сторону. Кроме того, что есть содержательная часть, есть еще и музыкальная сторона. Очень красиво переходит мелодия из одного голоса в другой. Просто обратите внимание.
Это песнопение называется «Богородица, Дева, радуйся», всем известный нам тропарь, но мы его поем на немецком языке. Следующим номером мы исполним «Самоподобие. Радуйся, живоносный крестик». Здесь интересное название, что такое самоподобие. Это песнопение относится к числу так называемых гласовых распевов Актоиха, восходящих к распевам Древней Византии. Для этого используется 8 базовых распевов обиходных гласов, а также для особых случаев распев под названием «подобный». И все остальные распевы ему подобны. Если же речь идет о самоподобном, то это тот самый основной базовый, на котором впоследствии базируются все остальные подобные. То есть это, можно сказать, одно из самых начал из начала. Распев Оптиной пустыни. Радуйся, живоносный кресте, благочестием его веди мою победа. Кто знает, может подпевать. Если нужен текст, есть. Если нужен текст, могу дать текст. Ну, послушайте. Кто знает, пожалуйста, на припеве все могут подпевать. Источниче живоносный, Мария славна, несмотром святоносный, Мария славна, Тебе славы ангели, и мы грешны на земле, Света Майка Бога Христа, Дева пречиста.
Следующее песнопение, это, оно называется «О тебе радуется». Это садостойник на литургии святителя Василия Великого, песня, исполненная радостью и благодарением ко Пресвятой Богородице. Солисты Любовь и Марина. И Анна. И Анна. Ангельский собор
подходим к завершению, и последним номером мы исполняем песнь честному Христу, тоже на сербском языке. Кто знает, может подпевать. Кто не знает, слушает. У этого песнопения есть много распевов. Надо сказать так, что у каждого прихода практически свой распев этого песнопения. Ну вот мы выбрали такой распев у нас, слова, текст Николая Сербского, а музыка называется «Народная», один из приходов, переложенный на наш линдавский напев. Спаси, Боже, люди свои, спаси, Господи, Христом Твоим ділом святих, Христом нас води, Христе сила и знамение, Христе спасение, Христе сила и знамение, Христе спасение. Спаси, Боже, народ сербский, что Ти се моли, нека Христом svakoj muci brzo podali. Krist je sila i znamenje, Krist je spasenje, Krist je sila i znamenje, Krist je spasenje. Kristom jako blagoslovi svoje sinove, Kristom zemlje polovi crveno more, Krist je sila i znamenje, Krist je spasenje, Krist je sila i znamenje, Krist je spasenje. Спаси, Боже, церкву свою и святи наш дом. Дай нам знаки, да служимо Христу двочасно. Христ є сила і знамення, Христ є спасення, Христ є сила і знамення, Христ є спасення. Уважаемые гости, дорогие друзья, основная программа нашего выступления подошла к концу. В знак благодарности слушателям и в качестве заключения прозвучит традиционное пожелание долгих лет жизни, мелодия в закарпатской традиции. Соло Александр. Благая ли,
угощайтесь конфетами и приходите в следующий раз еще раз на наши концерты. Можно я скажу? Я не готовилась, но меня просто сейчас вот так родилось, да, открылось. Да, ну вот честно. Вы получали удовольствие, девочки. Вот я слышала, что вы сами получали удовольствие. Мы очень благодарны Елене, что она нас Собрала. Да. Спасибо. Очень большое. Да. Да. Ой, очень, мы вам очень благодарны, что вы сколько труда, сколько труда вы приклали к этому, и с нотами, и с нами, и чтобы нас выучить и собрать, и под всех Это только начало. Но мы все равно, мы очень рады, что мы так. Да, мы рады, что вы у нас появились. Это невозможно. Очень рады удовольствие, да. И Елене тоже, что она тоже нас вклала в душу тоже за эти репетиции. Спасибо вам.